Я Рамиля Саидова, Аксарлак, башкорт из рода Бурзян. Сегодня 8 мая 2023 года. Речь пойдет о проекте свободного независимого Башкортостана, на который наш политический иммигрант Руслан Габасов, как, видимо, создатель этого проекта, попросил меня дать свой отзыв, за что я ему благодарна. Проект предполагает долгожданное избавление от колониального ига и построение принципиально нового общества. Но, Руслан, где же оно новое? Главной целью проекта свободного независимого Башкортостана объявляется построение башкирской политической нации. Но этим с 1991 года занимался первый президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов. Он обеспечивал пропорциональное участие в руководящих органах представителей всех проживающих в Башкортостане народов. И что из этого вышло? Кто-нибудь был благодарен? Русские и татарские националисты, не стесняясь, совершенно вульгарно и необоснованно предъявляли претензии о том, что якобы в руководстве наблюдается засилие башкир. Чем завершилось 30-летнее построение башкирской политической нации? Во главе Башкортостана Ради Хабиров, которого я не могу назвать башкортом, потому что башкорт переводится как перворожденный. Башкир – это инородец. Так вот, Хабиров – это условный башкир. Премьер-министр русский, потомок крепостных Андрей Назаров. Председатель Госсобрания, условно русский, но мареец налицо, Константин Толкачев. Председатель Верховного суда Башкортостана, чуваш Иван Семенов. Итак, мы имеем три сосны. Это Муртаза Губайдулович Рахимов, Айрат Дильмухаметов, который, являясь политическим противником Рахимова, тем не менее, именно он ввел термин «башкирская политическая нация». Итак, вторая сосна – это Айрат Дильмухаметов, третья сосна, молоденькая, это Руслан Габасов, который этот термин ввел в проект свободного независимого Башкортостана. И в этих трех соснах предлагается блуждать нашему народу. Проблема в том, что любая политическая нация с участием русских сведется к русской политической нации. Термин «орус», который мы переводим как «русский», впервые был введен очень давно в Шумере, царем Шумера Шульги. Урусами называли мужчин, являющихся государственными рабами. Женщин, рабов, называли «неме». Башкорты – это тоже сословие, но сословие вотчинников, земельных аристократов. Но нам уже 30 лет предлагают смешать земельную аристократию с государственными рабами. Если мы это делаем, то мы получаем на выходе не нацию земельных аристократов, на выходе мы получаем нацию государственных рабов, урусов. Воспитанность и деликатность аристократия передает по роду, а голыдьба, для нее важно урвать кусок, иначе она не выживет. И поэтому, когда мы уравниваем в правах, смешиваем аристократию с этой голыдьбой, то аристократия оказывается заклеванной, обобранной, истерзанной, что мы и наблюдаем сегодня. Таким образом, целью свободного независимого Башкортостана будет свободное развитие башкортского народа. Что касается других народов, проживающих на территории Башкортостана, то они имеют право самоопределиться, но, конечно, с учетом того, кто на этой земле хозяин. Если эти народы заинтересованы в том, чтобы мы их поддержали, то им нужно к нам с этим обратиться. Ведь мы не можем вмешаться в их судьбу без их просьбы, без их обращения к нам. Итак, Руслан, никакой башкирской политической нации, только башкорты. Только башкорты являются приоритетом создания независимого свободного Башкортостана. А форма государственного устройства уже зависит именно от этого приоритета, и о ней я могу высказать свое мнение в следующий раз. Кроме того, я прошу высказаться по вопросу башкирской политической нации всех активных башкортов, которые считают себя политиками. И если они считают это возможным, выложить соответствующее видео.